Добрый день, уважаемые коллеги. Вас приветствуют методисты лаборатории развития этнокультурного образования. Наш сегодняшний вебинар посвящен организации и проведению республиканского конкурса чтецов, посвященного юбилейным датам коми писателей и поэтов. Я думаю, что каждый из вас, в особенности участники, которые сейчас с нами, получили приказ Министерства образования и науки и молодежной политики, в соответствии с которым проводятся данные конкурсные мероприятия. Позвольте представиться, прежде чем мы продолжим. Сегодня перед вами выступают исполняющие обязанности заведующего лабораторией развития этнокультурного образования Светлана Семеновна Мусанова и методист лаборатории развития этнокультурного образования Черных Марина Васильевна. Итак, мы продолжаем. Республиканский конкурс чтецов, который посвящен юбилейным датам коми-писателей и поэтов, проводится в период с 20 октября по 7 декабря этого года. Сразу отмечу, что в этом году он проходит несколько в ином формате, нежели мы привыкли проводить данное мероприятие. Как я уже сказала чуть ранее, приказ Министерства образования, науки и молодежной политики от 19 декабря 2020 года номер 634 позволяет нам проводить данный конкурс и утверждает положение и регламент проведения мероприятия. Как я и сказала, да, учредителем конкурса является Министерство образования, а организатором традиционно выступает Коми-Республиканский институт развития образования. Цели и задачи данного мероприятия вы можете увидеть на слайде. Безусловно, данный конкурс проводится в целях речевого развития детей, формирования у них интереса к творчеству коми-писателей и поэтов, в том числе развивает умение чувствовать красоту, выразительность поэтического слова обучающихся. В этом году в качестве поэтов-юбиляров, которые будут задействованы в этом конкурсе, это творчество поэтов Василий Лыткин и Анани Размыслов. Это писатели, поэты-юбиляры, стихотворения которых и будут выбирать обучающиеся для участия в этом конкурсе. Задачи конкурса – это развитие интересов детей к чтению, исполнительскому мастерству, выявление, поддержка талантливых детей, патриотическое воспитание и, конечно же, повышение качества изучения родного коми-языка и родной коми-литературы. Давайте обратим внимание на сроки проведения конкурса. Я думаю, что это важный аспект в данном деле, поскольку очень часто мы сталкиваемся с тем, что после того, как уже завершился прием заявок, начинают поступать звонки, вы начинаете писать письма о том, что вы не успели отправить свою заявку, свою конкурсную работу и начинаете просить включить вас в список участников. Уважаемые коллеги, давайте уважать друг друга, обращаем внимание на сроки проведения конкурса. Прием заявок и непосредственно конкурсных работ с 20 октября по 30 ноября, после чего проводится экспертиза материалов, которая длится до 4 декабря этого года, и итоги подводятся 7 декабря 2020 года. То есть, уважаемые педагоги, которые готовят своих детей к мероприятию, обратите внимание, что 30 ноября – это последний день, когда мы готовы принимать ваши работы. И это даже уже не заявка, это непосредственно сам конкурсный материал. Обратите, пожалуйста, внимание на тех, кто может принимать участие в конкурсе, поскольку иногда тоже задаются вопросы. Как и в прошлые годы, участниками конкурса становятся дети 5-11 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, а также принять участие в конкурсе могут студенты первых и вторых курсов образовательных организаций среднего профессионального образования.
Важный момент, на который мы хотим обратить внимание, это количество участников конкурса. Данный аспект немаловажен, поскольку есть определенная квота для каждого управления образования, и мы очень просим вас соблюдать эту квоту и уважать нас, как экспертов, поскольку весь тот объем материалов, который к нам поступает, он поступает именно к нам на экспертизу, поэтому объемы должны быть соблюдены, и давайте придерживаться определенных требований и рамок. Итак, что касается количества участников конкурса, от муниципального образования должно быть не более 5 работ. Не более 5. Это может быть может участвовать один и тот же участник, но представить, например, 3 работы, тогда вы досылаете еще 2. Но их должно быть не более 5. Что касается государственных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, не более 3 человек. Потому что к нам уже начинают поступать звонки и говорить о том, что мы хотим лично поучаствовать, минуя управление образования. Уважаемые коллеги, во-первых, прежде чем принять участие уже в республиканском этапе конкурса, вам необходимо пройти конкурсный отбор на уровне своего муниципального образования. То есть управление образования, как правило, организует конкурс, именно муниципальный этап данного конкурса, по результатам которого выявляется 5 лучших, которые достойны представить муниципалитет уже на уровне республики. Поэтому если у вас есть большое желание, вы горите действительно большим желанием поучаствовать, давайте все-таки связываться с вашим управлением и говорить об этом именно там. А мы уже принимаем от управлений единую сформированную заявку как конечный результат. То, что я уже говорила, да, то, что вы видите на слайде, обязательно необходимо пройти предварительный отбор на уровне своего муниципального образования, образовательной организации среднего профессионального образования. Дорогие коллеги, я хочу напомнить, что у нас работает чат. Вы можете все свои вопросы и комментарии отражать именно в чате. Если окажется так, что у вас сейчас нет возможности посмотреть вебинар, но у вас остались вопросы, контактная информация будет представлена на заключительном слайде, и вы можете нам позвонить, либо написать, мы обязательно ответим. То есть какие-то свои специфические пожелания, требования к нам вы можете обозначить именно уже по тем контактам, которые вы видите на заключительном слайде. Итак, я уже произнесла, что участники конкурса могут выбрать стихотворение либо Василия Ильича Лыткина, либо Анания Размыслова. Конкурсные произведения обязательно звучат на коми-языке, то есть это не переводная литература. Конечно, вы можете ориентироваться на программу, программные произведения этих поэтов, но, конечно, выигрышными всегда являются конкурсные работы, в которых звучат уникальные стихотворения этих поэтов, те стихотворения, которые еще никто не слышал или, по крайней мере, может быть, и не читал, или когда читал, ну, те, которые на слуху не так часто звучат. Поэтому, когда задают вопрос о программных произведениях, конечно, вы их можете использовать, особенно участники, которые изучают коми-язык как государственный, не все входит в их программу, но тем не менее выбор произведения – это залог успеха. Поэтому от того, насколько правильно вы сделаете выбор художественного произведения, стихотворения, в данном случае Лыткина либо Размыслова, будет уже ваш успех и ваши какие-то конкретные результаты. Поэтому у нас к вам большая просьба, отнеситесь к выбору стихотворения очень внимательно. Не поленитесь полистать сборники, глубже ознакомиться с творчеством поэтов. Может быть, вы откроете для себя что-то новое, какие-то новые аспекты творчества этих поэтов. Поэтому выбор стихотворения, еще раз хочу повторить, очень важный шаг в деле участия в данном конкурсе.
Требования к видеоматериалам вы видите, они стандартные. Безусловно, поскольку в этом году речь идет именно о видеоролике, видеосюжете, поскольку очный этап мы проводить в этом году не будем, поэтому к своему видеофрагменту, пожалуйста, отнеситесь очень внимательно. То есть опыт прошлых лет говорит о том, что участники зачастую очень небрежно относятся к видеофрагментам. Мы в прошлом году, когда проводили заочный этап данного конкурса, смотрели большое количество работ, и качество некоторых из этих работ нас просто ужасало. То есть либо участник стоит не прямо, то есть вот горизонтально, почему-то в таком формате нам отправляют, либо очень плохое качество и слышны какие-то посторонние звуки. Обратите внимание, пожалуйста, на обстановку, в которой вы делаете, снимаете, да, свой видеосюжет. Обязательно надо подумать о том, о внешнем виде, да, участника. То есть такая вот эстетическая составляющая этого конкурса также важна. То есть вы всем своим видом, образом пытаетесь воздействовать на слушателя, который на вас смотрит. В том числе вы пытаетесь произвести впечатление на жюри, на экспертов, которые будут сидеть и смотреть ваш материал. Требования к видеоматериалам, они прописаны у вас в положении о конкурсе, который у вас есть, ничего не поменялось. То есть обязательно необходимо произнести, кто читает стихотворение, из какого класса, школы, автор исполняемого стихотворения. То есть обратите внимание обязательно на объем, он должен быть не более 5 минут, поскольку необходимо тоже придерживаться каких-то правил и рамок, и когда вы затягиваете, это немножко начинает уже утомлять. Поэтому все должно быть живо, динамично. Я понимаю, что иногда очень хочется показать, что вы выучили, ваш ребенок выучил очень длинное, объемное стихотворение. Да, он большой молодец, но давайте все-таки придерживаться каких-то рамок. Иногда коротенькое, но очень динамичное стихотворение производит больше впечатлений, нежели вот такие длинные монотонные тексты. Поэтому тоже обратите на это внимание. Что касается монтажа, конечно, вы можете тоже использовать монтаж в своем видеофрагменте. Это не возбраняется, наоборот, даже, наверное, это поощряется. То есть вы, опять же, демонстрируете, что вы поработали со своей видеозаписью, вы таким выступили мини-режиссером. Конечно, какие-то спецэффекты, они важны в данных случаях, но не перебарщивайте, да, то есть чтобы это, опять же, не затягивалось, не утомляло и не отнимало очень много времени. Стоп-кадры, видеоприемы, да, это все возможно, и поскольку у нас в этом году только заочный этап конкурса, конечно, мы все это приветствуем. Любые средства видеосъемки вы можете использовать, то есть если у вас на данный момент только мобильный телефон, конечно, можете снимать на мобильный телефон, но только обратите внимание на качество изображения, на качество картинки. И любые специальные программы, инструменты для обработки видео, конечно, вы тоже можете применять, если вы умеете ими пользоваться. И обратите внимание, все-таки, прежде чем нам его отправить, ваш материал, на качество вашего материала и заявка. Обязательно должна быть оформлена заявка, в соответствии с которой мы уже оформляем наш реестр участников и так далее. Итак, что мы ждем от вас на данном этапе до 30 ноября? Конечно же, это ваша заявка, где вы прописываете конкретно, кто читает, из какого класса, из какой школы, района. Непосредственно видеозапись. Вы можете просто отправить нам ссылку на облачное хранилище, из которого мы можем скачать вашу работу, и согласие на обработку персональных данных. То есть вот 3 таких важных составляющих, которые необходимы поступить на почту, которую вы сейчас видите. Это почта, которая предназначена именно для данного конкурса. Конечно, бывают случаи, и практика показывает, что начинают отправлять работу абы куда. То есть на личные какие-то наши почты сотрудников, ВКонтакте. Уважаемые коллеги, давайте мы не будем этого делать, поскольку затем работа может потеряться,
чего мы, конечно же, не хотим, да, и вы начинаете потом переживать и нервничать, а вы видели вообще нашу работу или нет. Поэтому вот есть централизованная почта, мы ее каждый день смотрим, проверяем и по много раз, ждем ваших работ, заявок, и не будем путать ее ни с какой другой почтой. То есть вот чтецы@ру – это та почта, куда принимаются работы по конкурсу чтецов. Критерии оценивания конкурсных выступлений, они стандартные, они не поменялись с прошлого года. Конечно, здесь важны именно те составляющие, которые прописаны в критериях оценки, но, конечно, ваше обаяние, ваш артистизм, ваше творчество – это то, что покоряет всегда экспертов. Поэтому члены жюри, когда смотрят работы, проводят экспертизу работ, конечно, они ориентируются на данные критерии, но есть еще такие составляющие, которые, наверное, трудно вписать в какие-то определенные рамки. И, конечно, ваша задача, помимо придерживания вот этих критериев, обаять членов жюри, да, проявить какое-то творчество, какую-то свою фантазию, то есть показать свой интерес к произведению, которое вы читаете, что вы действительно прониклись творчеством, и оно вам не чуждо, да, то есть вот какие-то такие детали, которые действительно покорят членов жюри. Ну, критерии оценивания вы видите, да, то есть тематика произведения важна в данном случае, интонационная выразительность вашей речи, техника, сценическая культура. Чтение текста наизусть, я думаю, что в данном случае оно не так актуально, поскольку вы делаете видеозапись, и вы можете перезаписать вашу работу. Актерское мастерство, я думаю, что это вот такой один из главных критериев, который выдвигает вас из числа других участников. И соблюдение временного регламента. Еще раз большая к вам просьба, не перебарщивайте с регламентом. То есть 5 минут всегда обычно для экспертов достаточно, чтобы у эксперта сложилось какое-то мнение о человеке, о выступающем. То есть если они видят в нем маленького артиста, да, это уже цепляет буквально с первых минут. Что касается победителей и призеров, которые будут обозначены уже 7 декабря, дипломы 1, 2, 3 степени Министерства образования, науки и молодежной политики – это та награда, которая будет присуждена победителям и призерам конкурса. Всем участникам будут выданы электронные сертификаты. Учителя, которые подготовили победителей и призера, традиционно будут награждены благодарственными письмами. Итоги конкурса можно будет увидеть на официальном сайте нашего института, Коми-Республиканского института развития и образования, на портале «Открытое образование Республики Коми» и, соответственно, на сайте учредителя, да, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Итак, что касается контактов, контакты вы видите. Меня зовут Светлана Семеновна, рядом сидит Марина Васильевна, именно она курирует данный конкурс. Именно с ней можно связаться по телефону 28 60 11 внутренний 313 и спросить все возникающие вопросы, либо какие-то, может быть, комментарии, пожелания, которые вы хотите сказать. Мы всегда в доступе, поэтому я думаю, что всегда готовы, всегда вам открыты, всегда готовы ответить на ваши вопросы. Еще раз напоминаю, что у нас работает чат. Мы сейчас видим, что нам написала Нина Черных, поприветствовала нас. Мы тоже приветствуем Нину Черных. Уважаемые коллеги, мы готовы ответить на ваши вопросы. Я думаю, что конкурс для вас традиционный, вы уже неоднократно, многие из вас уже принимают в нем участие, не первый раз. Единственное, в этом году поменялся в связи с возникшей ситуацией формат проведения, да, то есть это только заочный этап, это прием ваших видеоматериалов. У вас есть довольно много, мне кажется, времени для того, чтобы подготовиться, да, и отправить нам качественную работу, которая будет оценена на достаточно высоком уровне. Уважаемые коллеги, я так понимаю, судя по чату, вопросов нет. В принципе, все понятно. Обязательно соблюдайте квоту участников, это очень важно. Просто давайте все-таки уважать наших членов жюри,
поскольку если каждый из желающих будет отправлять лично свою видеозапись, представляете, какой объем работы сразу выпадет на наших экспертов. Тем более иногда бывает так, что отправляют работы без согласования с управлением, без прохождения какого-то предварительного отбора, и получается, что видео не совсем хорошего качества, и вот складывается сразу не очень хорошее впечатление. Поэтому, уважаемые коллеги, мы всегда рады сотрудничеству, мы очень рады, что вы всегда активно участвуете в наших мероприятиях, поэтому ждем вашей работы, ждем ваши вопросы, если они возникают, и до новых встреч. Всего доброго.